Эфир абхазского телевидения продолжает русская служба новостей. В студии Алиса Шамба. Коротко о главных темах. Начались выплаты компенсации наиболее пострадавшим семьям во время июльского наводнения в Гагарском районе на общую сумму порядка 40 миллионов рублей. Вопрос ремонта дороги в поселке Шицкуара будет решен. Госкомитет по связи, массовым коммуникациям и цифровому развитию приступил к выдаче электронных подписей физ- и юрлицам. Премьер-министр Александр Анкваб встретился с председателем Союза абхазских добровольцев Кабардино-Балкарской республики Казбеком Яхагоевым. Как сообщает пресс-служба Кабмина, обсуждались вопросы координации сотрудничества правительства Абхазии с общественными объединениями добровольцев ветеранов Отечественной войны народа Абхазии и мер их государственной поддержки. Александр Анкваб подчеркнул особое отношение абхазского общества к добровольцам-ветеранам и заверил в том, что власти и впредь будут прилагать усилия по поддержке участников добровольческого движения, чей вклад в победу народа Абхазии неоценим. Во встрече участвовала заместитель председателя правления благотворительного фонда «Помним» Ляля Чамагуа. Вопрос ремонта дороги в поселке Шицкуара будет решен. 15 августа премьер-министр Александр Анкваб встретился с жителями поселка и пообещал помочь. Все подробности в репортаже Лауры Капш. В социальных сетях появилась информация о том, что жители поселка Шицкуара перекрыли дорогу премьерскому кортежу в районе Шера. Но эта информация не соответствует действительности. Никакого перекрытия дороги не было и быть не могло, поскольку эта встреча была уже обговорена, отметил глава администрации Сухумского района Алхас Читанава. Мероприятие, которое было проведено 15 числа, мне было об этом заранее жителями. Да, мне заранее сообщили, я доложил, естественно, руководству, и премьер-министр, естественно, был в курсе. Никаких тем для того, чтобы обсуждать о каком-то перекрытии дороги или тому подобных вещей, даже близко не было, и более того, намерений таких ни у кого не было. Есть определенные бытовые проблемы у населения, у граждан, у жителей поселка Шицкуара, села Ишера. Люди приняли решение собраться, провести совещание. Мне сообщили, был приглашен депутат собрания. Для привлечения туда туристов, для того, чтобы там возникли объекты бюджетообразующие. И, конечно же, благосостояние местного населения немного бы улучшилось. Эти встречи были и в ноябре, и в мае месяце, где речь шла о том, что необходимо изыскивать средства для осуществления укладки там асфальта. Впоследствии за неделю до того, как произошла встреча 15 августа, в селе было принято решение встретиться с премьер-министром и обсудить данную проблему уже в более широком масштабе. За буквально 2, может быть, 3 дня до этого дня мною лично был оповещен глава администрации, депутат парламента, вице-спикер Фазлыби Авицба о том, что такая встреча состоится, и, конечно же, был оповещен сам премьер-министр. Встреча состоялась у дороги. В тот период, когда премьер-министр ехал домой, он вежливо остановился, выслушал нас, все наши проблемы. Диалог был, конечно же, цивилизованный, где люди, граждане, все выразили свои чаяния, на что услышали, конечно же, приветствие о том, что да, действительно такие проблемы есть, но их не так легко решить. В поселке Шицкуара проживает около 180 семей, и основная проблема жителей – ремонт дороги, которая ведет в поселок. Эта дорога не ремонтировалась около 30 лет. На сегодняшний день уложить асфальт надо на участке в 2,5 километра. Проблема эта давнишняя, можно сказать, она и послевоенная проблема. Да, чем больше времени проходит, тем острее она становится, ввиду того, что курортная сфера, она развивается, и поток туристов от сезона к сезону увеличивается, и, естественно, у людей есть возможность и желание воспользоваться этим моментом и заработать определенные деньги
на жизнь, что называется. Поэтому эта проблема достаточно актуальная. Если бы мы общими усилиями смогли бы решить эту проблему, большая часть села как-то нашла бы себе занятие и могли бы обеспечить себе небольшой заработок. Это обычная сельская грунтовая дорога, где много ямок. Администрация Сухумского района в год несколько раз засыпают их, чтобы школьный автобус мог ездить. Но насыпи после дождей быстро смывает. Также после того, как проедет машина, поднимается пыль и невозможно дышать. Там ничего катастрофического нету, но для того, чтобы организовать небольшое место для размещения отдыхающих, сельская дорога не привлекательна. Оно сопряжено с тем, что летом пыльно, дожди пройдут, ямочки определенные, лужи образуются. И это непривлекательно для наших гостей. Люди хотят более комфортные условия. Будет там асфальт, мы, я думаю, сами себе поможем. Все у нас там получится. Благодаря тому, что последние 4-5 лет силами администрации района, там, я полагаю, что на 90% решен вопрос с водоснабжением. Электричество у нас есть тогда, когда оно подается в сеть. И без проблем все провода заменены. Все в порядке, не хватает дороги. Премьер-министр Александр Ангваб лично осмотрел дорогу. На данном этапе изыскиваются средства, чтобы положить асфальт. Ведь речь идет о 33 миллионах рублей. Это не та проблема, которую можно решить за 2-3 дня. Но, как обещал глава правительства, она будет решена. В топливной компании «Азид» прокомментировали ситуацию с ценами на рынке нефтепродуктов в Абхазии. Оптовые розничные цены формируются на основе объективных и обоснованных данных по закупочным ценам и предельным надбавкам в соответствии с действующим законодательством Абхазии, отметили в компании. Действующий порядок ценообразования работает как в случае повышения закупочных цен, так и в случае понижения. Исходя из информации, получаемой от поставщиков, рост экспортных цен на нефтепродукты из России продолжается. В целях предотвращения дефицита топлива в сети АЗС «Азид» продолжает закупки нефтепродуктов в необходимом объеме соответствующего качества. В компании сообщили, что ведется работа по поиску возможности осуществления поставок из других стран. На текущий момент предложений по более низкой цене нет. 1200 домовладений пострадали во время июльского наводнения в Гагарском районе. На данный момент уже начались выплаты компенсации наиболее пострадавшим семьям. На общую сумму порядка 40 миллионов рублей из средств местного бюджета помощь получат 464 семьи. Выплаты планируют завершить к концу текущего месяца. Сейчас денежную компенсацию от 50 до 500 тысяч рублей получили 135 семей. О том, как жители Гагры налаживают быт после разрушительного наводнения, в репортаже Рады Чачава. В наводнении, обрушившемся на Гагру с 8 на 9 июля, пострадали множество людей. В один миг жители города и близлежащих сел лишились практически всего. Первые этажи домов уходили под воду полностью. Ил и грязь осели на стенах и полах. Пострадали личные автомобили, бытовая техника, мебель, вещи. Перечислить все, что потеряли люди из-за неуправляемой стихии, невозможно. В первые же дни после случившегося была создана специальная комиссия, целью которой была оценка ущерба. С 11 числа администрация Гагарского района начала принимать заявления от пострадавших в результате последствий стихийного бедствия. Согласно распоряжению главы администрации Гагарского района было принято решение оказать материальную помощь семьям, которые пострадали в результате стихии 9 июля текущего года. Таким образом, на сегодняшний день обработано 464 заявления. 28 заявлений находятся в рассмотрении комиссии. К нам поступили заявления от жителей Гагарского района, которые не являются гражданами Республики Абхазия, в том числе 423 заявления рассмотрены комиссией. Из них 236 положительно удовлетворены. Специальная комиссия разделила всех пострадавших на 3 категории. В первую вошли наиболее тяжелые случаи, буквально бедственные, с большим процентом разрушения, а также социально уязвимые группы граждан. В первую очередь мы рассматривали
определенные категории семей. Это наиболее пострадавшие, те, которые в результате последствий стихии не могут проживать в своем домовладении. Безусловно, с особым вниманием мы подошли к социально уязвимым категориям. Это многодетные семьи, это малоимущие семьи. Вот такие семьи в первую очередь получили выплаты. Артур Каракасян проживает в селе Псахара. В день стихийного бедствия он был дома со своей семьей и, по его словам, совсем не ожидал, что случится нечто подобное. Утром дождь пошел, никто не ожидал. Вот здесь машина стояла, это здесь, брата машина здесь, он как раз приехал. И вот как-то пошло, и начало, вот смотрю, поднимается что-то, тоже опять не верилось. Если верилось бы, конечно, и машине спасли бы, вот она все в разлитом виде стоит. И вот вода поднялась до этого уровня, все следы остались, вот они. И все затопило. Ну, первый этаж, все там, все, что на первом этаже было, вот та дая, в общем, все на свалку, там ил. Вот такой, невозможно было не ходить. И дома то же самое. Честно говоря, и такое в жизни представление не мог иметь, что вот от дождя, думал, вода пришло, ушло, все так, кажется, ил, в общем. Ну, в общем, все, что было, все, что на первом этаже, все вынесли, все на свалку, 3 КАМАЗа. У Артура Каракасяна сильно пострадал весь первый этаж и несколько автомобилей. Он рассказал, что в первые же дни после наводнения и администрация села, и местные жители, соседи и друзья, абсолютно все пришли на помощь. Взаимовыручка и поддержка людей сильно помогли в моменты полной растерянности от случившегося. А сейчас семья Артура Каракасяна уже получила материальную помощь от государства в размере 500 тысяч рублей. Материалами закупаемся, там оргтехнику говорю, вот холодильник взяли, там, ну тихо-тихо вот это набираем, вот фанеры беру, в общем, сейчас в машине заказал, там вообще затопило, там ил стоит. Сейчас Артуру Каракасяну необходимо в первую очередь убрать остатки ила и грязи из-под пола, поменять напольное покрытие и решить проблему высокой сырости на первом этаже. В противном случае все прочие изыскания по восстановлению жилища будут бессмысленными. Выделенные средства, как отметил Артур Каракасян, в первую очередь он потратит именно на это. Семья Рашида Шова также уже получила материальную помощь от государства. Сумму в 500 тысяч рублей будут тратить на ремонт затопленного первого этажа и покупку новой бытовой техники. Рабочих привели, уборку сделали. Какая бы эта помощь ни была, она существенная. У нас после потопа просто не осталось никаких сливных каналов, никакой канализации. То есть прежде чем мы начнем ремонт тот же делать, нам нужно сначала начать с того, чтобы эти последствия, которые с предыдущего потопа никак не повлияли на нас. Светлана Ичмелян с семьей проживает в селе Аллахадзы. В ее доме также затопило весь первый этаж. Утонул домашний скот, испортилась вся мебель и бытовая техника. Комиссия, по словам Светланы, приходила несколько раз. Описали ущерб, и сейчас семья ожидает выплату от государства, которая, как отметила Светлана, будет очень кстати и поможет привести все в порядок. Ну, конечно, хотелось бы что-то снова сделать. Пол, чтобы в порядке был, чтобы обои были, бытовая техника, вся пострадала, все пострадало, ребят. Заместитель главы села Михаил Кайщан рассказал, что в Аллахадзы пострадало множество семей. 130 домов подали заявление на выплату компенсаций. 4 семьи уже получили по 200 тысяч рублей. Также Михаил Кайщан поделился, что со спецсчета администрации села будут выделены дополнительные средства пострадавшим 20 семьям от 50 до 150 тысяч рублей. Уже закончили весь опрос подворный. Категории у нас получилось 3 категории, как и сказали, определили. Значит, самые такие пострадавшие 2 семьи, они получат по 300 тысяч с бюджета города. 14 семей попали в категорию, которые получат по 200 тысяч рублей. Все остальные, значит, 2 и 3 категория, от 50 тысяч до 150 тысяч. Эту помощь оказывает администрация города. Помощь оказывает. И с первой же минуты было и внимание, и общение. Мы все были на телефонах. Глава села нашего, Дауд Инверович Ажиба, сам лично руководил всем процессом, сидел за рулем трактора.
Кто-то вручную копал, кто-то, чтобы помочь, где, как. Мы у себя в домах никто не сидел. Жительница села Бзып Лариса Минасян – ветеран Отечественной войны народа Абхазии. В день наводнения она была дома одна. У женщины полностью затопило первый этаж. Испортилась бытовая техника. Снесло забор вокруг дома. Мебель также пришлось выкинуть. По словам Ларисы Минасян, сразу после случившегося все пришли на помощь. И администрация села, и соседи, и местные жители. Документы, ключи от машины, ну все такое вот. Потом вышла, цыплят схватила, на второй этаж подняла. Индюшки уплыли большие, куры, эти, все это, квочки улетели. А потом забралась на второй этаж, собаки стали плакать, они завязанные. Думаю, господи, не спущусь больше, вот так уже воды было. Потом думаю, жалко, они так плакали, ну, утонут, какой грех буду иметь. Ошейники отпустила, бросила на будки, смотрю, будки поплыли. Они так сидят красиво, думаю, собаки плавают, ничего не будет с ними. А когда поднялась на второй этаж, увидела, что творится на трассе, ну там, знаете, как будто бы, вот как в кино показывают стихия. Думаю, если вода до второго поднимется, плавать не умею, что я буду делать? Доброжелательно вот руководство страны, местные мальчики, все молодые, это все моих подружек, племянники, ну так отзовутся, понимаете? В сельсовет пошли, все. Ну, никакой грубости, никакой алчности, жадности не было. Я даже не ожидала, что так быстро пойдут, так быстро помогут. Материальная помощь Ларисе Минасян составила 200 тысяч рублей. Как рассказала женщина, она уже успела купить новую кухню взамен испорченной, поменять ламинат и приобрести некоторую бытовую технику. Давид Шамба, начальник управления городского хозяйства, рассказал, что по селу пострадало 87 домов, из которых под первую категорию ущерба подходит один двор. Семья получила 500 тысяч рублей. 9 домов попали под вторую категорию ущерба. Они получили 200 или 300 тысяч рублей. Проходят выплаты. Уже 35 дворов уже были выплачены деньги. Постепенно каждой семье планируем выплатить деньги. Деньги выплачиваются с бюджета Гагровского района, и некоторые суммы были выплачены с бюджета администрации поселка Бзып. Есть люди, неравнодушные предприниматели, которые положили на спецсчет администрации деньги. За эти деньги мы выплачиваем, делаем выплаты. Первая степень – это когда, в общем, практически вся мебель, вся техника в доме была затоплена, и ничего у людей не осталось, только остались одни стены, и все, им нужно по новой делать ремонт в доме, нужно новую мебель покупать, новую технику закупать. В общем, негде даже жить людям, негде спать. Во второй степени это 200-300 тысяч. Татьяна Наумкина живет в селе Лдза. В момент наводнения ее дочь повредила спину, и стихия застала всю семью врасплох. Дом, в котором проживали все, одноэтажный и полностью ушел под воду. В 10:44 вода поднялась, и вот в 11 уже весь двор был в воде. В этой комнате у меня дочка до этого упала с пирса, и она лежала на перелом крестца, и под вопросом был перелом позвоночника. Мы ее успели только перенести, и все. И полностью все было в воде. Местные власти, вот я говорю, нам нужно было ребенка везти. Мы на пятницу переписались. Они в первую очередь, когда первые машины пришли, они их к нам сразу загнали. Что с этого прохода только они 7 КАМАЗов вывезли, чтобы мы смогли ребенка в больницу просто повезти. Вот, ну потом вот заявление написали, и вот 500 тысяч выделили. Как рассказала Татьяна, на выделенные 500 тысяч рублей уже успели восстановить забор и нанять бригаду рабочих для расчистки территории. Исполняющий обязанности главы села Гурам Абгаджава рассказал, что в селе пострадало около 300 домов. Заявление на компенсацию подали около 100 семей. Самая пострадавшая семья в селе – семья Жиба, у которых почти полностью разрушен дом. По нему пошли трещины, и проживать в нем опасно. Им выделено 3 миллиона рублей на приобретение нового жилья. Помощь оказывается отовсюду, всем возможно, техникой, финансами помогают, конечно, люди, более пострадавшие, которые у нас есть. Вот им более такие, которые сильно пострадали, им финансовая помощь оказывается. Самая такая пострадавшая у нас это Жиба, наши жители, это в селе Васичко, в верхней части села Лдза. У них сель спустилась, и дом практически разрушился, можно сказать. Там нежилой дом.
И Наумкины, вот то же самое, и практически дом смыло. Он не пришел к негодности, невозможно жить в нем. Как отметила заместитель главы администрации Гагарского района Хана Гумба, на сегодняшний день выплачено уже 40,5 миллионов рублей 236 семьям по всему району. Ущерб оценивается в огромные суммы – около 100 миллионов. Пострадали инфраструктура, дороги, дома, городские здания. Работы по восстановлению по большей части уже завершены. Большую помощь городу и селам оказали и меценаты, бизнесмены и просто неравнодушные люди. Ведь общими усилиями, пожалуй, можно справиться с любой бедой. Рада Чачава, Заур Кварче, Абхазское телевидение. Пропавшего накануне в Гагре подростка из Саратова обнаружили ранним утром четверга. Сотрудники Гагарской милиции МЧС нашли молодого человека в 4 утра в лесополосе Хашупсинского каньона. Поиски несовершеннолетнего Кирилла Долбилова проходили с привлечением кинологической службы МВД. Вечером 16 числа подключились и волонтеры. Не прекратили поиски и к ночи. Используя спецтехнику, дрон с тепловизором, исследовали участки местности. Таким образом, обнаружили подростка. Спасатели в установленном порядке подняли юношу на опорную площадку. Его состояние здоровья удовлетворительное. Кирилл Долбилов был направлен под наблюдение врачей. Противопожарная ситуация в столице и Сухумском районе, а также предварительные причины крупного пожара, произошедшего 14 августа в Сухуми по улице Акиртава, стали темой совещания, которое провел первый заместитель министра по чрезвычайным ситуациям Тигран Делибалтян. Уровень пожарной опасности по всей республике остается на очень высоком уровне. Установившаяся жара, а также самовольные поджоги частных сельхозугодий в целях санитарной очистки привели за последние несколько недель к многочисленным природным возгораниям. Подразделения МЧС выезжают на вызовы почти каждые сутки. Именно так было и 14 августа. После поступления сигнала о крупном пожаре по улице Акиртава пожарные, ликвидировавшие природные возгорания в Сухумском районе, были экстренно переброшены в район турбазы. Более того, из Гулрипша и Ачамчиры в Сухум были направлены дополнительные пожарные расчеты. По словам специалистов, существенные проблемы при тушении пожара 14 августа доставляло отсутствие свободного подъезда пожарных к месту возгорания, плотность застройки района, отсутствие гидрантов. От Красного моста до Киласура нет ни одного гидранта, значит и нет возможности напрямую подключиться к системе водоснабжения и проложить магистральную линию для подачи воды. К тому же деревянные перекрытия и отделанные дранкой стены привели к молниеносному распространению огня. В результате пожара полностью сгорели 4 дома. Районным подразделениям МЧС Абхазии поставлена задача усилить режим боевого несения службы в период высокого уровня пожарной опасности, привлечения дополнительных людских ресурсов и спецтехники. Министр туризма Тимураз Хишба встретился с бастующими в Юбшарском каньоне. Индивидуальные предприниматели, занимающиеся здесь торговлей, 17 августа в 7:20 утра перекрыли дорогу на КПП Рица. Поводом для таких действий стал запрет Минтуризма на остановку и выход туристов из транспортных средств на объекте туристского показа Юбшарский каньон. Предприниматели объяснили свою обеспокоенность тем, что впредь экскурсионные автобусы не смогут останавливаться у их торговых рядов. Тимураз Хишба отметил, что все это делается ради безопасности граждан и туристов. Глава Минтуризма проинформировал, что данное решение было принято после консультации с директором Национального Рицинского парка и министром внутренних дел. Предпринимателям предложили переместиться в другое место, при этом подчеркнув, что приказ не будет отменен и работа в данном направлении будет продолжена. Напомним, что в июне текущего года в Юбшарском каньоне в результате камнепада погиб турист Владислав Вишняков. Сопровождавшая его 28-летняя жительница Пензы сломала ногу и была доставлена в больницу. Очередное ЧП произошло 11 августа, когда камнепад обрушился на маршрутное такси. Тогда по счастливой случайности никто не пострадал. Сухумский городской суд отказал в ходатайстве Генпрокуратуры о продлении срока содержания под стражей жителя города Сухум Адгура Авицба, обвиняемого в пособничестве в похищении человека, совершенного группой лиц по предварительному сговору, а также 2 эпизодов открытого хищения чужого имущества. В отношении Адгура Авицба была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста до 19 октября 2023 года. Мотивом отказа суд посчитал, что органам расследования не представлены доказательства, что, находясь под иной мерой пресечения, Адгура Авицба может скрыться от следствия либо другим способом воспрепятствовать объективному расследованию. Данное решение Сухумского городского суда прокомментировали в Генпрокуратуре.
Мотивировкой отказа в удовлетворении ходатайства суд посчитал, что органам расследования не представлены доказательства, подтверждающие, что, находясь под иной мерой пресечения, кроме нахождения под стражей, Авиц Баатгур может скрыться от следствия либо иным способом воспрепятствовать объективному расследованию уголовного дела. Заявленное следователем ходатайство о продлении срока содержания под стражей считаем обоснованным и вызванным необходимостью проведения комплекса следственных и процессуальных действий, а также необходимостью получения результатов назначенных экспертиз, имеющих значение для установления истины по делу. При этом 16 августа 2023 года аналогичные ходатайства о продлении срока содержания под стражей в отношении других фигурантов дела судом были удовлетворены и им продлены сроки содержания под стражей на 2 месяца. Одно из предъявленных Авиц Баатгуру преступлений относится к категории особо тяжких, наказание за которые предусмотрено только лишением свободы на срок от 6 до 12 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Как сообщалось ранее, органам расследования по вышеуказанному преступлению к уголовной ответственности привлечены Кайкыскири Ахра Геннадьевич, Шалашава Марытхо Миронович, Аху Бадаур Борисович, Данелия Гия Надарьевич, Авиц Баатгур Вианорович, Харчалава Аляс Сосоевич, Киргизкири Артур Вахтангович, Харчалава Адгур Отарьевич, Алхорба Тимур Заурович, Ломя Алан Астамурович. Генеральная прокуратура Республики Абхазия считает постановление Сухумского городского суда в отношении Авицба незаконным и необоснованным. Вышеуказанное постановление суда, предусмотренный законодательством срок, будет обжаловано в кассационном порядке в вышестоящий суд, а в случае удовлетворения и последующей отмене в квалификационную коллегию судей будет направлена жалоба на судью Кварти. Жителю города Гудаута вменяется незаконное приобретение и хранение огнестрельного оружия и боеприпасов. Далее в нашем выпуске оперативная съемка МВД. Незаконное приобретение и хранение огнестрельного оружия и боеприпасов вменяется Гоцкан Вадиму Владимировичу, 1985 года рождения. При обследовании помещения по улице Чанба в городе Гудаута, где проживает данный гражданин, сотрудники уголовного розыска отдела внутренних дел по Гудаутскому району обнаружили и изъяли автомат системы Калашникова калибра 7,62 мм, а также 6 магазинов к нему, снаряженных патронами аналогичного калибра. В общей сложности у гражданина Гоцкана изъято 97 патронов. Согласно экспертной справке, изъятый автомат технически исправен и пригоден для производства выстрелов, а патроны являются боевыми. Расследование уголовного дела проводит группа дознания Гудаутского РОВД. Вадим Гоцкан на время следствия находится под подпиской о невыезде. Грузия, пользуясь поддержкой США, пытается заблокировать диалог Абхазии с международными партнерами. Они считают республику оккупированной территорией и транслируют этот образ на мировой арене, заявил глава МИД Инал Арзанба. В преддверии 15-летия признания России независимости Абхазии МИД планирует провести ряд встреч с населением в районах республики. Главная цель – рассказать о результатах работы международной повестки, актуальных аспектах абхазо-российских отношений и растущих амбициях Грузии. Ишаш фарстахуб амта кяш ялагдзана апсна район кве акалак кве рехабура квархатарнак свей сарей айпылара коме пахгара нахшыку. Уруспилапия федерация апсна хюнткара хипшимра асханацеиште вюхшухса хыцра азайгу харайнамадана ишидасны хуларстахуб ариакырдза сасква атурых мтшы. Хатырску ависша ихапи амта задунеякна иху итышимпялам атагыла заща хшивзучтра ато апсна бныкапеус кварминистра имя Пнагуаусква рискны и взей тасферц стахуб. Уважаемые друзья, 26 августа исполняется 15 лет со дня признания государственного суверенитета Республики Абхазия со стороны Российской Федерации. В связи с предстоящим юбилеем мы с коллегами проведем встречи в районах Республики Абхазия с нашими согражданами, представителями районных администраций и собраний, молодежи. Главная цель – проинформировать наших соотечественников о текущих результатах работы МИД Абхазии, о современной международной обстановке вокруг нашей страны, об актуальных аспектах абхазо-российских отношений, современном состоянии быстро меняющейся архитектуры безопасности в регионе Южного Кавказа, а также о растущих геополитических и экономических амбициях Грузии. Республика Абхазия – наша родина, часть глобального информационного пространства.
Одна из главных задач наших поездок – упорядочить хаотичную, зачастую ложную информацию о текущих событиях в мире в условиях гибридной войны, которую мы сегодня наблюдаем между коллективным Западом и Россией. Популизм, дезинформация, информационные провокации – к сожалению, это важные проблемы современных международных отношений. В августе 15 лет назад произошли рубежные события, которые изменили сам фундамент системы международных отношений. Россия показала Западу, что многополярный мир утверждается, что ни одна страна в мире не может глобально проецировать силу, навязывать свою диктаторскую волю по всему земному шару. 8 августа 2008 года – это день, который в истории самой Грузии навсегда останется позорным. Ровно 15 лет назад, в августе, Михаил Саакашвили предположил, что он может победить Россию. Спустя 15 лет он оказался у себя на родине в тюрьме, да еще и под присмотром психиатров. Сегодня еще одна жертва русофобии бросила вызов России – Зеленский. Не имея никакого опыта государственного управления, небрежно и непрофессионально, в угоду своим политическим амбициям, он поставил под угрозу само существование Украины как геополитической реальности. Западные кураторы под естественным давлением своих народов уже начали дистанцироваться от президента Украины. И где же окажется Зеленский через 15 лет? Вопрос риторический. Уважаемые друзья, Республика Абхазия с самого начала специальной военной операции поддержала позицию Российской Федерации. Уважаемые друзья, предстоящие встречи в районах мы хотим посвятить перспективам абхазо-российского межгосударственного диалога. Сегодня мы активно развиваем диалог со странами постсоветского пространства, с Республикой Беларусь, со странами Ближнего Востока, с Сирией, с Объединенными Арабскими Эмиратами, со странами Африки, Латинской Америки. Однако же Грузия, пользуясь поддержкой Соединенных Штатов Америки, пытается заблокировать этот диалог, порушить наши отношения с партнерами. Они считают нас оккупированной территорией, народом, который не имеет права на свое государство, и транслируют этот ложный образ на мировой арене. Но мы им отвечаем: мы родились свободными, и мы будем свободными. Наша тысячелетняя государственность будет продолжена. Министр просвещения Налгабля и его помощник Тимур Габечи принимают участие во Всероссийском форуме среднего профессионального образования в Москве. В форуме принимает участие около 2000. В течение этих 2 дней пройдут панельные дискуссии, круглые столы и лекции с участием российских и международных ведущих экспертов, преподавателей, общественных и политических деятелей. Главная тема форума – вклад СВО в технологический суверенитет страны. А 18 августа для гостей мероприятия состоятся образовательные экскурсии в колледже Москвы. Госкомитет по связи, массовым коммуникациям и цифровому развитию приступил к выдаче электронных подписей физическим и юридическим лицам. Закон об электронной подписи был принят еще в 2015 году, однако его полноценная реализация стала возможна после поправок, которые парламент Абхазии принял в феврале этого года. Зачем нужна электронная подпись и как ее получить, выясняла Шазина Ханагуа. Электронные документы постепенно вытесняют бумажные, и без электронной подписи, позволяющей подтвердить подлинность документа, в современном мире не обойтись. Электронные подписи становятся базовым элементом цифровизации. В Абхазии закон об электронной подписи был принят 8 лет назад. Однако реализовываться он начал с 2021 года. Это было связано с закупкой оборудования, согласованием всех документов и развертыванием рабочих мест. В 2021 году Государственный комитет по связи, массовым коммуникациям и цифровому развитию запустил так называемую пилотную версию в госучреждениях казначейской системы. То есть начали переводить казначейский документооборот, это платежные ведомости, отчетные ведомости на электронные подписи. Здесь человек подписал, обработал документ, нажал кнопку «Подпись», документ ушел к руководству уже на стол. В течение буквально нескольких секунд, минуты. Вот. Если все верно, все, документ прошел. Если неверно, его забраковали, вернули на место. Человек его подкорректировал, снова отправил на подпись. То есть не нужно бегать, грубо говоря, с окраины города Сухум до казначейства и обратно с этими документами. Вот. Этот пилотный проект обработали, проработали. Сейчас у нас в разработке заявки от Ачимчирского района и Галского района.
Гудаутский, Кварчалский, Сухумский район, Гагрский район мы уже обработали, город Сухум обработали. То есть госучреждения уже в полной мере обрабатывают документы посредством электронной подписи. В настоящее время Госкомсвязь Абхазии осуществляет функции удостоверяющего центра по выдаче квалифицированной электронной подписи как государственным органам, органам местного самоуправления, организациям и учреждениям бюджетной сферы, так и неопределенному кругу лиц – юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и физическим лицам. Мы закупаем у производителя российского в области криптографии носители. Вот такого рода неизвлекаемые носители у производителя закупаем и уже потом реализуем их на территории Абхазии. Суть в чем? По виду как обычная флешка, но в нее нельзя залезть, извлечь электронную подпись, внести в нее изменения. То есть он на компьютере он не определяется. Это закрытый контейнер получается. Договор в письменной форме может быть заключен путем составления и электронного документа, подписанного сторонами электронной подписью. С помощью такой подписи можно заключать договоры, подавать иски в суд, сдавать отчетность, а также балансы во все контролирующие органы. Электронная подпись может использоваться для подписания таких документов, как новые деловые соглашения, контракты, тем самым способствуя ускорению деловых транзакций. Начальник Центра цифрового развития Денис Орехов продемонстрировал, как подписывать документы электронной подписью. После подписи внесение правок невозможно. Если вдруг кто-то попытается внести правку или с горем пополам его внесет, то подпись автоматически слетает. И документ не подписан. Это еще один из типов защиты, который запрещает несанкционированные изменения документа. После этого он сохраняется в формате PDF. Есть специальные программы, разработанные компанией CryptoPro, которые работают с документами PDF-овскими. Проставляете цифровую подпись, выбираете место, ставите визуализацию для того, чтобы она отображалась, на рабочий стол сохранить. Документ успешно подписан. Вот. Пожалуйста. Здесь отображается в сертификате документ, подписан электронной подписью, указывается номер сертификата, которым подписывается, указывается его владельца. Услуги по изготовлению и выдаче квалифицированной электронной подписи в отношении госорганов осуществляются на бесплатной основе, а в отношении остальных категорий юридических лиц и граждан – на платной, в соответствии с утвержденным тарифом. Вся информация о правилах получения услуг удостоверяющего центра и тарифах на них размещена в соответствующем разделе на официальном сайте Госкомсвязи. На сайте Государственного комитета по связи, массовым коммуникациям и цифровому развитию есть вся необходимая информация, которая нужна, соответственно, при подаче заявок, все необходимые документы, и в том числе, конечно же, из удостоверяющего центра, как говорил мой коллега до этого, все нормативно-правовые акты, есть списки отзывов, сертификатов, то есть все необходимые вопросы, которые его интересуют, есть на сайте. Если же вдруг на сайте не получилось это найти, бывают разные случаи, то есть телефон, также телефоны отдела, где вы можете набрать, связаться, и всю необходимую информацию уже сотрудники вам предоставят. Госкомитет по связи, массовым коммуникациям и цифровому развитию будет работать над подготовкой соглашений о возможности использования электронной подписи с другими странами. В настоящее время парламентом и руководством нашего Госкомитета прорабатываются вопросы о взаимном признании электронной подписи между Российской Федерацией и Республикой Абхазия. Отдельно еще на этапе развития между некоторыми ведомствами, например, между Госкомитетом по связи и Министерством цифрового развития России, была договоренность уже в рамках Гражданского кодекса. Составили договор, что мы принимаем взаимно электронную подпись. И наши служебные документы мы уже в течение года опробовали, обрабатываем электронной подписью. Они принимают наши, мы принимаем их документы.
В планах у Госкомсвязи на будущий год запустить единый центр обработки данных, который свяжет министерства, ведомства, а также различные организации в одной системе. Это позволит сократить время обмена информацией в различных сферах деятельности. Шазина Ханаго, Рамо Камки, Абхазское телевидение. Леонид Агрба стал серебряным призером международных соревнований по парусному спорту «Мемориал Исакова» в классе яхт «Оптимист» среди младших юношей, сообщает Госкомитет по делам молодежи и спорту. Турнир проходил с 11 по 17 августа в акватории озера Сиван. Юный абхазский спортсмен выступал в составе сборной команды Сочи. За 6 дней он провел 13 гонок. В общем зачете занял 5-е место. Леонид Агрба прошел подготовку в Сухумском яхт-клубе «Амра» под руководством тренера Владимира Калинина. И в завершении выпуска о погоде. По сообщению Гидрометцентра, в пятницу 18 августа на территории Абхазии ожидается облачная с прояснениями погода, преимущественно без осадков, жаркая погода, очень высокий индекс ультрафиолета. Местами возможен кратковременный дождь с грозой. Температура воздуха ночи плюс 21-26, днем 29-34. Температура морской воды плюс 28. На этом наш выпуск завершен. Всего доброго и до встречи в эфире.